Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем наш цикл познавательных передач, в которых наши гости будут раскрывать интересные темы, касающиеся нашей с вами жизни и истории. Мировая история невероятно богата истинными героями, которые не щадили собственной жизни, полностью отдаваясь служению стране. И сложные исторические периоды деятельность этих героических личностей заметна особенно ярко. И одним из таких по праву считается сын абхазской земли Алибей, который вошел в историю Египта как человек, объединивший страну и принесший ей независимость от Османской империи в 1770 году. Он правил Египтом 16 лет, и эти годы были переломными в его истории. Узнать о том, как он стал правителем Египта, какую роль сыграл в обретении независимости страны, как сегодня поддерживается память о нем, обо всем этом и многом другом мы поговорим с поэтом, писателем, переводчиком Денисом Чачхалия. Здравствуйте, Денис Киршалович. Очень рады вас видеть на передаче. Добрый день. Да. И Абаза Алибей, или Абаза Алибей Джин Булут Капан, да? Да. Пленитель туч. Как и в связи с чем у вас появился интерес к написанию этой пьесы? Банальное начало, потому что это, в общем, идет от чувства патриотизма. Я молодой был, амбициозный, ну а кроме того, по-моему, чуть ли не родился с каким-то обиженным чувством того, что мы недостаточно знаем о себе. То есть абхазы, мы мало написано о нас, чтобы мы могли бы прочитать. Я считал всегда это, даже не имея широкого такого кругозора, который я имею сейчас, я считал, что мы недополучаем то, что мы должны знать по истории своего Отечества, и что мы в каком-то смысле, что наши оценки самим себе сильно занижены. И вот для того, чтобы показать людям, что и из нас тоже могут быть, из нашей среды, выдающиеся люди, для того, чтобы поднять общий тонус наших людей, я и решил дать какое-нибудь такое чтиво. И когда я прочитал стихотворение Гейне о Алибее и сноску там увидел: египетский султан родом из Абхазии, я уцепился и пошло-поехало оттуда. Какую цель вы ставили перед собой? Ну, цель была такая. Конечно, был очень важен выбор жанра. Мне хотелось, чтобы... У вас и роман, и пьеса, да, я вас перебиваю? Да, и роман, и пьеса. В пьесе я мог сделать мало что, но пьеса давала возможность ознакомления широкого круга зрителей, которые уже бы знали бы, и для которых это, минуя учебники, которые надо было ждать, когда войдет он, и вообще войдет ли он когда-нибудь в школьную программу, а тут тем более тема патриотическая и так далее. Конечно, на это откликнулись бы. Я решил, что лучше всего попробовать пройти к сердцу абхазского читателя через театр. Написал, но на этом все и остановилось, потому что я не выстроил никакого маршрута, как его довести до сцены. А где вы, с чего вы начали свои поиски? Ведь это нужно добывать сведения этнографического, географического, исторического характера. Я уже тогда, это было на самой заре моей научной деятельности, я только-только делал первые шаги, присматривался, смотрел, как пишут те статьи, которые мне приходится читать,
Вот. И по образу и подобию вот тоже снабжал это все. Я понимал, что вокруг этого должна существовать литература. Но я что первым долгом сделал? Я слышал об Алибее вообще. Я не знал даже, может быть, не запомнил имя, но что о нем что-то писалось. Я кинулся сразу, конечно, в энциклопедии. Энциклопедии, книги об Алибее, написанные уже к этому времени, это все были грузинские. И везде Мика он был... Беридзе, историк, Да, я вот читала, да. он сказал, утверждал, что Алибей сын грузинского священника Давида. Да, и там был посыл такой, что не мог быть в то время, и в этом есть некоторая, может быть, правда, что невысока вероятность того, что в то время был вообще священник абхаз. Так что это да, было. А кроме того, везде начиналось с того, что это грузин вообще. То есть шансов на то, чтобы я писал, а если он грузин, то меня это не интересует, потому что у меня была цель это развернуть лицом к абхазскому народу, к абхазскому читателю. И поэтому, поскольку я так поверил вот той сноске в книжке Гейне, что он родом из Абхаза, и я так поверил тому, кто составлял эту книгу, а составлял ее Дейч Александр Йосифович. Потом так получилось, что мы с его женой подружились, она человек старше, она ровесница нашей мамы была. Вот. Так получилось, что она жила в одном подъезде с моим учителем Львом Озеровым, учителем моим по литературному институту. И кроме того, она специалист, литературовед, специалист по романской литературе, в основном по немецкой. И эти научные центры классиков немецкой литературы, это ее коллеги все. И она вызвалась, Денис говорит, давай я тебе помогу. В поисках, да? Да, в поисках. А вот какие убедительные доказательства, что Алибей был абхазом? Так вот я за этим пустился. Да. Я у Вовы Зонтария, помню, как сейчас, занял какую-то небольшую, по нынешним временам, а тогда это целая зарплата была. То ли 90, то ли 120, вот что-то вот в этом промежутке. И поехал в Москву для того, чтобы добыть это. Потому что я не могу, как, в общем-то, серьезный человек, хотя и импульсивный, но я не могу начать писать, не зная прежде, кто он такой, не найдя этого. Мои поиски не увенчались успехом. Я уже отчаявшись, уставший, ничего не хочу, вышел из библиотеки Ленинской и думаю, ну что, бывает, поеду домой, возьмусь за что-нибудь другое. То есть я писать не буду, если он не абхаз. И вдруг вижу надпись. Один из корпусов Ленинской библиотеки, он соединен со всеми остальными корпусами, и читаю. Музей редкой книги. Я думаю, наверное, моя литература находится там. Я развернулся, вернулся туда, по новой оформил вход, поднялся. И вот, представляете, бывает в жизни, а в моей бывает это почти часто. То, что должно быть 1-2 раза в нормальной жизни, у меня это бывает 1-2 раза в году, а не на всю жизнь. И я, представляете, иду прямо к той картотеке, в ту комнату, в тот ящик, и достаю ящик, а у меня в голове фамилии русских офицеров, которые встречались с Алибеем. Один из них Плещеев, наверное, да? Да, Плещеев. Плещеев не фигурировал ни у кого. А то я его почитал бы, он был бы у меня выписанный.
Но все, ни у кого, то есть кто писал об Алибее, не ссылались на Плещеева. А ко мне именно, у меня в голову засел именно Плещеев. И я именно Плещеева и начал искать. И открываю ящик, где Плещеев должен находиться, и представляете, а тогда мода была такая, длиннющие названия делали на целую страницу, название произведения. И там все написано, что это повесть об Алибее, вот, о возмущении его против порты Атаманской, там и так далее и тому подобное. Все, что я хотел. Я кричать хотел. Да. Я настолько, это была такая дикая радость. Давайте расскажем нашим телезрителям, кто такой вообще Алибей. Да. Что его в 13 лет, Денис Кишалович, мне хочется, чтобы вы рассказали. Ну, он был мальчишкой в числе 4. Это мы уже цитируем Плещеева, вот то, что я нашел. Он непосредственно с ним встречался и кратко описывает то, как он был пленен, да? Да, как он был пленен и как он попал в Египет. Он в числе других мальчишек, всего их было 4, абазинцев. В то время, вот во время Плещеева, именно так называли абхазов. И абазинцем, не абазинцем, как вот сейчас произносят о северных абхазах, а абазинцев. Потому что Абхазия тогда часто называлась в том числе и Абазией. Абазия, абазинец. И вот в числе этих 4 абазинцев был и Алибей. И вот таким образом, в общем, он попадает в Египет. Там очень сложное у него, но головокружительное. Он в мамлюки попал, да? Да, мамлюкам. Давайте скажем, кто такие мамлюки. Да, мамлюки — это наемные. Рекрутировавшееся военное сословие, которое из рабов набирали, из тюрков и кавказцев. Да. В Египте, да? Да, они не из рабов, это немножко неправильно, да? И слишком такое... Слишком грубо, да? Простое, слишком вульгарное просто даже могу сказать. Там крали очень высокопоставленных детей этих, но они продавали их уже совсем по другим ценам. Если его сын раба, его покупали по другой цене, ему историю рассказывали, и не дай бог, это же рынок, правильно? Не дай бог подвести кого-то, все прочее, это все могло вернуться к тебе, и поэтому эти были очень ответственные люди. А тут все 4 мальчика, они были все дворяне, дворянского Как происхождения. Алибея звали? Да, Алибея звали Иосиф. Юсуф, да, по-абхазски? По-абхазски Иосиф, но дело не в Иосифе абхазском, да, а дело в том, что Иосиф... Это христианское имя, да? Не только христианское имя, но там это и в пьесе самой есть, и что... Он же повторил судьбу библейского Иосифа, которого отдали, братья продали его, но братья не прямые, в смысле, вот, а братья по вере, по национальности и все прочее. Продали его в Египет. И так получилось, что он в Египте стал фараоном. Знаете, и так получилось, что был недород, не было зерна, и его братья приезжают в Египет, те, которые его продали, чтобы набрать пшена и побольше, и все прочее, и попадают к нему, и это он им уже дает. Ну, у нашего Алибея нечто была такая история. Абсолютно похожая, такая, да. А поскольку церковнослужители, каковым являлся и его отец, они эту притчу знали очень хорошо, и, конечно, ассоциация сразу у верующего возникает такая ассоциация. Да. Вы еще описывали, как Алибей снарядил корабль, да, чтобы привезти отца, да, и сестру. Кстати, да, профессор департамента востоковедения и африканистики, я читала, Милана Илюшина, она пишет, там у нее такой есть
труд. Она пишет письмо князя египетского Гаджибея императору Павлу I. Она упоминает об Алибее, но не говорит, какой он национальности, но и говорит, что он корабль снарядил. Вот о национальности она не упомянула. Да. Но все равно это тоже ценный вот Да. этот штрих, Да. что он послал Но у него была корабль. головокружительная карьера, он Алибея. Невероятно, Да. но он сам такой был. Да, мне хочется, чтобы вы рассказали, чтобы да. телезрители узнали. Я сейчас, кстати, во мне это давно погасло, и даже когда ставили пьесу, я был достаточно, ну так, равнодушен почти, можно сказать, к этому делу. Но в то время я просто зажегся. Когда роман свой прочитал я, мне стало очень тоже интересно. Я с большим интересом его прочитал спустя сколько лет. Потому что Алибей стал в 40 результате лет. ожесточенной борьбы во главе Египта. И он Да. принес независимость от Атаманской порты. Конечно, да, И, надо да, сказать, да, он да. объединил страну. И его Конечно. имя в хутбе произнесли. Хутба – это молитва. Да? Да, да. И его стали звать Алибей Абу-Кабир, великий Алибей. Он даже монету стал чеканить. Это, я думаю, у нас мало кто знает такие подробности в Алибее. Конечно, да. Практически он сегодня может возродиться как символ независимого Египта, а такая тема, она всегда актуальна. Так что я бы не удивился, если кто-нибудь, прочитав наш роман, сподвигся бы на то, что экранизировать его или еще что-то, потому что это действительно такая очень яркая страница в истории Египта. Да, он султан Египта, Сирии, двух морей. И я все-таки хочу вернуться опять к пьесе. Написание пьесы «Алибей» — это ваш первый драматический опыт или что-то предшествовало? И как получилось, что за сценическое воплощение взялась Нелли Эшба, и как прошла премьера, и какова сценическая жизнь произведения? Знаете, что разрешите мне быть предельно честным Разрешаю. разговором, потому что это не всегда удастся быть откровенным, а писателю вообще приличествует быть максимально в этом честным. Дело в том, что я понял, когда Нелли Рожденовна, к которой я отношусь очень трепетно, и даже несмотря на то, что ее сейчас нет в живых, это человек для меня, и ее поступки в жизни, ну просто эталонные, я не говорю о всех, но и такие яркие поступки, они, особенно у таких людей, бывают... Тяжело сказать, что важнее, вот пример ее поступка вот в такой-то ситуации или вот ее очень большое и хорошее произведение. То есть, да, и к чему говорю, я понял, что для Нелли Эшба, которая поклялась на могиле отца, что она никогда не вернется в театр в абхазский, что это возможность вернуться все-таки в абхазский театр, но не просто как пилигрим, вот, а как режиссер, постановщик. И когда она сказала: Денис, я прочитала пьесу, и она мне понравилась, я готова ее поставить, в смысле пьесу, сделать спектакль, я сказал, что Нелли Рожденовна, я вам даю самое важное, как я понимаю, что есть для художника. Она говорит: что, Денис? Я говорю: даю вам свободу. Я даю вам обещание, что я не буду вмешиваться вообще в ваше воплощение. И вот в ваши, ну, то, что вы, понятно, что вы не целиком можете использовать это произведение, кроме того, какие-то вещи переставить, какие-то переосмыслить, я вам даю совершенно полную свободу. Она, конечно, была, это было ей интересно, вот, и я действительно ей не помешал, да. Но она сделала то, что я и, в принципе, и ожидал от нее, как от режиссера. Да.
Вот, но ей это действительно и состоялось. Она вернулась в Абхазию, вернулась с этой как пьесой. режиссер, да. Это был такой, ну, в каком-то смысле апофеоз. Вот. Я прилетел на день премьеры. Здесь руководство Абхазии очень поддержали ее. Вместо меня там Мария участвовала во всех этих делах, но не имея никаких преференций, просто на уровне коллегии. И особенно она помогала, конечно, участвовала в костюмах. Костюмы были сделаны великолепные, так как, ну, по-барски там и материал был блестящий, и мастер оказался очень толковый. И оформление Кацба, Виталий Кацба. ну, хороший, талантливый художник, и он очень заинтересованно работал над декорацией этой пьесы, и ему очень удалось, особенно главное полотно вот это. Ну, в Египте находишься, все. Да. Так что не пожалели. Но единственное, что в книгу рекордов Гиннесса может попасть этот спектакль, потому что он после премьеры не был сыгран ни разу. Вот прошла премьера, и все, это день рождения и день смерти этого спектакля. Как обидно. Театр уходил на ремонт. Да. Они просто вот этот спектакль сыграли, больше тянуть они не могли, уже все было готово для того, чтобы войти в ремонт, а после ремонта сделали все, чтобы он не возродился. Но я обиды не держу, потому что мне есть чем заниматься, и слава Богу. Ну, очень жаль. Ну, это память бы о нем поддерживалась. Да, и кроме того, это память о режиссере, это не рядовой режиссер, она оставила Нелли Рожденовна очень глубокий след, в том числе и во мне, потому что мы детишками еще, у нас абхазский язык всегда стоял так ребром, и для того, чтобы сохранить театр, нужно было обеспечивать его наполняемость. И мы тот репертуар Нелли Рожденовны, мы, наверное, по нескольку раз смотрели каждый спектакль. Ну, Талибес остался бы, это и исторически, и познавательно, да. и Вот патриотически. именно с точки зрения познавательной. Сейчас мы с вами говорили, как память поддерживается об Алибее. Вы сказали, Гейне написал. Да. А еще как? Еще как? Кто? Я знаю, что выдающийся деятель черкесского зарубежья, да. Салман Рушди написал книгу. Совершенно верно. Да. Они все у меня, я сейчас уже все не помню, но я горы литературы прочитал, прежде чем начать писать его. Да. Тем более, что материала было много, материал был очень благодатный, путешественники, пилигримы, зарубежные. Наполеон изучал Алибея, все его труды, все, что с ним связано перед египетским походом. И я знаю, что его приближенный Лузинян издал его биографию, так же, как и Вольней, ученик Вольтера, полностью издал, переписал. Вот я здесь мы будем нечестными, если имя одного человека мы не помним. Когда я ехал в библиотеку, я пошел к Руслану Гожба. Руслан Гожба, кроме всего, мой однокашник по литературному институту. Вот. А потом он сразу ушел резко в научную работу, и он на сегодняшний день является одним из самых осведомленных людей по литературе об истории Абхазии. Я говорю: Руслан, снабди меня, дай мне шпаргалку, какие главные работы я должен прочитать по Алибею.
мне кажется, что у меня где-то эта записка есть. И он мне написал: Денис, обязательно, вот то, что вы сейчас произнесли, Лузиньян, Вольней, там и там. Ну и так Плещеев далее. больше всех, наверное, остались. Плещеев никто не знал. Да. Да. То есть в этой записке это не могло присутствовать. Плещея, я вот как вам сказал, я случайно прямо вот, ну просто пошел и нашел его, взял, вытащил. Я просто думаю, грамотнейшие офицеры того периода, Екатерининского периода, чтобы они не писали дневников, это не может быть, особенно моряки. Они люди очень дисциплинированные, и тем более, я думал, рассчитывал в крайнем случае на судовые журналы. По судну тоже капитан должен был писать. Я думал, наверное, мне придется поехать в Санкт-Петербург и в тамошних уже морфлотовских архивах дальше искать. Но, к счастью, не пришлось. Потом я же очень много писал. Там есть в романе разные сцены. Да, даже и сцена предательства. Предательства нет. Оливье, Поездка в Оливье. Мекку. Да. Вы представляете, сколько книг по вот этим, по таким поездкам, по святым местам мне пришлось читать для того, чтобы узнать, какие могли там быть в пути неожиданности, интересностей и так далее и тому подобное. Это одно, и потом все, начиная с того, как египетские молодые женщины, находясь в гареме, как они ухаживали за собой, как они красились, какие рисунки там на ладошках или на запястье, что они означали и так далее и тому подобное. И вдруг в этот же период выходит книга одного англичанина, который чуть ли не всю жизнь посвятил изучению вот, быта, культуры и быта египтян. Вышла его книга «Нравы и обычаи египтян XIX века», что ли, вот так вот называла. Это был для меня просто подарок. Я сразу почему-то попал на вот эту книгу, свеженькую, только она вот сейчас вышла, и я употребил в том числе и содержание этой книги тоже в этом. Вы помните, там есть разные очень такие сцены, очень экзотичные, практически их тяжело встретить. Я прошу прощения за такое, в смысле, за эту тематику, но там есть сцена кастрации. Да, тоже эта сцена. Это же неожиданно. Это мы не видели, вы не знаем, а оно было, правильно? И вот оно встречается там, и оно описано. Почему? Потому что я литературу читал об этом. Ну, еще во всех дореволюционных европейских энциклопедиях биография Алибея подробно освещена была всегда. Да, Да, конечно, и- исламских особенно энциклопедиях. В тот же период, что интересно, это был период влюбленности, как бы сейчас сказали бы, в удаленном таком режиме между Вольтером и Екатериной. Их Это роман два. знаменитый. Да, и Письмах. они бы в Письма. письмах, да, переписывались, и из одного письма в другое они всегда: а как наш Оливей, а как наш храбрец, а как наш то. То есть они его даже иносказательно уже называя понимали, потому что он был персонажем ихней переписки. Знаете? И вот там приводятся донесения всякие, которые со всего мира стекались в Санкт-Петербург. И когда там смотрите Санкт-Петербургские ведомости, ну, часто даже бывает в 2-3 номерах подряд известия, допустим, там из Смирны, из архипелага, что сделал Алибей, как продвинулась его армия, ну и так далее и тому подобное. То есть весь мир наблюдал, это было самое яркое событие того времени. Независимость принес и Египту, Сирии, Палестине, Йемену, чеканил собственную монету и, к сожалению, был убит в результате предательства. Он от ран умер, да,
Денис Киршалович, если я не ошибаюсь. Знаете что, я автор художественного Да. произведения, а вы сейчас меня спрашиваете слишком точно. Ответ хотите, я его не дам. Я читала в источниках, они пишут, что отряд. Да. Спасибо, Денис Киршалович, за интересный рассказ, за познавательную беседу. Успехов вам в дальнейшем. Спасибо вам за то, что есть люди, которым это интересно. Он стал правителем Египта и защищал государство, которое стало ему родным, и был одним из тех, который заложил основы будущей независимости страны, хотя ему досталась тяжелая роль и недолгие годы жизни. И совершенные им поступки до сих пор вызывают неподдельную гордость и восхищение у потомков великого исторического персонажа Алибея Абу-Кабира. Мы прощаемся с вами.